поэт. Владикавказ стал первым городом в Северокавказском федеральном округе, который принял эстафету Всероссийского театрального марафона. 28 сентября зрители смогли познакомиться с творчеством кавказских театров ближе, увидеть культуру и традиции соседних республик. Начался марафон с самого утра. На разных площадках города прошли мастер-классы ведущих деятелей театрального искусства. Звезды сцены делились опытом с самодеятельными актерами. К нам из Москвы приехала Яна Савченко. Она режиссер, она работает уже в течение 6 лет по вопросу инклюзии. Она работает с инклюзивными студиями. У нее своя студия «Круг-2». Она поставила 3 огромных больших постановки у нее, 3 спектакля. И вот она сегодня решила подарить нам такой мастер-класс чудесный для всех наших артистов, которые вот работают, служат уже в нашем театре вдохновения, который открыт при Доме престарелых инвалидов «Забота». В нашей профессии, в театральной, это необходимо. Мы всегда проходим перед тем, как даже выйти на сцену, мы всегда проходим тренинги. У нас есть речевые тренинги, физические тренинги и так далее и тому подобное. И вот то, что проводит сегодня Яна Савченко, это необходимо. Это многие, допустим, не знали. Те, которые артисты профессиональные, они знают это все, да, им как-то легче. А те, которые не профессионалы, только начинают. Вот для начинающих это очень интересная технология. И, конечно, это все помогает в дальнейшей нашей работе. Творческая встреча Евгения Князева с молодежью прошла в Русском драматическом театре имени Вахтангова. Народный артист поделился своим особенным отношением к театру и буквально каждый тезис иллюстрировал словами Владимира Маяковского. Вот и любви пришел каюк, дорогой Владимир Владимирович. Нет, не старость этому имя, душу вперед стремя. Я с удовольствием справлюсь двоими, а разозлите с 3. Говорят, я темой индивидуален, антерну, чтоб цензор не накликал, передам вам. Говорят, видали даже 2 влюбленных членов ЦИКа. Вот пустили сплетню, тешут душу ею. Александр Сергеевич, да не слушайте вы их. Может, я один действительно жалею, что сегодня нету вас в живых. Мне при жизни с вами сговориться б надо. Скоро вот и я умру и буду нем. После смерти нам стоять почти что рядом. Вы на «П», а я на «М». Гости фестиваля посетили и 5-ю гимназию, где учился один из столпов Российского театра Евгений Вахтангов. Учащиеся и преподаватели стали свидетелями того, как сценический опыт, актерская импровизация и пластика помогли моментально освоить незнакомый доселе танец. Нас роднит с вами очень важные вещи. Когда у человека есть корни, тогда он не одинок на этой земле. Когда у человека есть семья, когда у человека есть предки. Потому что потомки что-то продолжают. Так вот, нас с вами очень хорошие слова сегодня сказали, что для того, чтобы стать человеком мира, надо сначала сконцентрировать в себе все лучшие черты своего народа. Тогда в мир ты принесешь очень многое цельной натуры, там, где ты вырос, свою культуру. Мне кажется, что Евгений Багратионович Вахтангов, который учился в этих прекрасных стенах, он подарил миру
за такую короткую и насыщенную жизнь столько идей, столько каких-то начинаний. Ведь не только театр Вахтангова, а еще Габима, где он поставил Ромео и Джульетту, да, Гадимов, и тоже живет. И Вахтангевский театр тоже живет. Мы в прошлом году были в Израиле, играли там. Мне очень хочется, чтобы, помни Вахтангова, вы здесь, а мы там, чтобы вы не забывали об одном, что человек не знает, сколько ему дано, но человек должен жить очень интенсивно. Очень интенсивно. Вот сколько у него есть сил, сколько у него есть ума, сколько он может, человек должен отдавать. Потому что когда человек отдает, он обязательно получает. Далее гости отправились в Осетинский театр, где их ждали коллеги из всех субъектов Северного Кавказа. Здесь, в Осетинском театре, расположены площадки регионов СКФО. И вот на первой площадке герои музыкальной восточной сказки. Здравствуйте, здравствуйте. Извините, мы вас прерываем. Что вы сегодня показываете? Ну, это восточная сказка. Восточная сказка по мотивам «Тысяча одна ночь» Али Баба. Главный наш герой Али Баба. Я его старший брат Касым, который мечтает разбогатеть, а вот мой любимый братец мне мешает. Он не дает мне жениться на той девушке, чей отец неимоверно богат. Потому что он романтик, он любит эту девушку, и поэтому, естественно, ни один парень, мужчина, да, не захочет отдать свою девушку, свою любимую, просто так какому-нибудь там... Он не знает, что не существует любовь. О чем ты? И хромому. Спасибо. А какой театр? Карачаево-Черкесская, Ногайский государственный драматический театр Карачаево-Черкесской республики. Здравствуйте. Можно вас прервать? Что за спектакль? Да, Мадин, сюда, пожалуйста. Спектакль называется «Предложение». Это водевиль Антона Павловича Чехова. И вот сегодня мы приехали во Владикавказ в рамках Всероссийского театрального марафона, да, чтобы вот представить свою работу. Это одна из любимых вещей нашей республики. То есть мы играем на всех фестивалях. Это такая выездная вещь. И отрывок, он короткий и очень эмоциональный. Своего рода такая визитная карточка, да. Спасибо вам, удачи. Спасибо вам, удачи. Ну а на следующей площадке очень много разных образов, разные жанры. И я так думаю, что разные театры. Давайте узнаем. Здравствуйте. Здравствуйте, извините. Здравствуйте. Кого представляете? У вас очень много образов. Это разные герои и, наверное, очень разные театры. Это не только герои, да, это разные театры. Но вы знаете, в Дагестане 12 театров. Мы живем дружной семьей. В принципе, можно сказать, что это один театр. Один театр, дагестанский театр. Вот. И я хочу вам представить, вот, пожалуйста, наши все. Это мы гордимся, что у нас столько народов, столько культур. Вот. Это наше богатство. На этой площадке национальный спектакль – это Чеченская Республика. Добрый вечер. Здравствуйте. Немножечко расскажите о том спектакле, как он называется. Спектакль называется «Высший гор» в постановке нашего главного режиссера Хавы Ахмадовой, драматург Муса Ахмадов. Это спектакль, который повествует о нашей культуре, традициях, о богатом нраве, искусстве чеченского народа и традициях. И в спектакле самый сильный акцент идет в сторону любви, о неразделенной любви, и показывают, как раньше наши предки встречались, как они находили друг друга, да, и это очень красиво, и мы должны брать пример с этого, да, брать пример с наших отцов, и должны помнить это, да, чтобы подрастающее поколение не забыло, помнило и брали пример самых лучших наших предков, вот. Как обстоят дела с драматургией в Чеченской Республике? В России очень плохо. Ой, хороший вопрос. Драматургия – это вечная проблема всех театров. То есть найти ту пьесу, которая отвечала бы нашим чаяниям сегодняшнего дня, потребность сегодняшней молодежи, особенно которая потеряла ту прошлую эпоху Советского Союза, те большие ценности комсомола. Это было все-таки своеобразное воспитание, что ни говори. От ушедших времен того 20 века есть что взять очень хорошее.
Хорошее – это то воспитание, которое мы получали. Лично я в свое время получал. Сейчас молодежь лишена многих, она немножко деградирована. И мы находимся, я думаю, немножко в замкнутом круге. А сегодня, благодаря этому марафону, скажем, эстафет, который проходит, перешла Южный федеральный округ, потом идет Северный Кавказ, и дальше, это дает нам выйти из замкнутого круга, познать друг друга, познать, что происходит вообще в России и в российском государстве, в этой нашем государстве, особенно национальные театры, чем они дышат. Москва мы знаем, Питер мы знаем, это часто показывают. Кто там бывает в Москве или Питере, имеет возможность посетить театр. А национальный театр, поехать в Ненецкий округ или куда-то, Мордовию, или, я не знаю, Татарстан, Башкортостан, это невозможно. Это должна была большая удача. Вот мы посмотрели многие спектакли. Это, надо сказать, это было духовное обогащение, познание своих коллег, режиссерские работы, актерские работы. Это очень важное мероприятие. Что тут? Это без всякого переучения. Еще одну минуту. Народный артист Чеченской Республики Азаев Хамид, кавалер ордена Кадырова. А этих молодых людей в прошлом веке, в 1968 году, я сопровождал и отвез в ГИТИС учиться. Да, это он нас сопровождал, будучи совершенно юных малышей. Кстати, там вот мы познакомились, и вот основное, наверное, может, уже старшее поколение осетинского театра. Здесь наши очень близкие знакомые ребята. Гостями мероприятия стали вице-премьер правительства Российской Федерации по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец, министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. Вместе с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым поблагодарили всех гостей и участников фестиваля, особо отметив роль театра в укреплении культурных связей между народами. Это замечательная инициатива, потому что она позволяет не только театрам, не только специалистам пообщаться друг с другом, но и людям из разных регионов посмотреть на творчество других театров. И мы увидели это целый мир. То, что мы увидели, те театры, которые были представлены из разных уголков округа, это совершенно потрясающе. И я считаю, что это уникальная возможность для всех зрителей познакомиться с уникальным творчеством кавказских театров. Вечер завершился спектаклем Гиви Валиева «Названные братья». Это национальный театр. К нам приезжают национальные театры. И мы хотим показать им свою культуру, свои традиции. Это очень важно. Это большой праздник. Театральный марафон побывал в Осетии. Мы сделали передачу, сегодня состоится передача «Символа театра». Это огромный праздник. Это очень хорошо, что все регионы на этих площадках побывали у нас в Осетии. В этот же день еще одним событием стало открытие международного кавказского фестиваля «Мариинский Владикавказ». Церемония передачи эстафеты Всероссийского театрального марафона СКФО прошла именно здесь. Символ года театра – статуэтку, на которой изображен древнегреческий амфитеатр с гербами всех 85 субъектов Российской Федерации, Вячеславу Битарову передала Ольга Голодец. Я поздравляю вас, потому что приход театрального марафона в год театра – это большой праздник для всего региона. И действительно, на Кавказ наш марафон пришел осенью. Это 7-й федеральный округ, куда пришла эта эстафета. Ее держали во многих уже городах, и многие театры показывали у себя этот символ. Под этим символом прошло очень много спектаклей, и более 1 миллиона зрителей стали зрителями именно театрального марафона. Сегодня наш театральный марафон в надежных руках и очень талантливых руках. На сегодняшний день в марафоне приняли участие 113 театров в 70 городах России.
Привлекут ли такие мероприятия к театру новых поклонников? И что сегодня нужно сделать для того, чтобы театр оставался интересен, а зритель рос вместе с ним, нам рассказал народный артист Российской Федерации и нашей республики Евгений Князев. Здравствуйте, Евгений Владимирович, спасибо, что согласились с нами пообщаться. Вот в самом начале мастер-класса, когда вас представлял Владимир Уваров, такая реакция была, с одной стороны, конечно, ожидаемая, с другой стороны, неожиданная. Самая лучшая школа в мире. Что представляет? Народный артист России Евгений Владимирович Князев. Актер, он должен быть скромным. Люди же они все разные. Кто-то яркий, кто-то шумный, кто-то застенчивый. Но это не имеет отношения к тому моменту, когда он выходит на сцену. А в жизни артисты те же самые люди, публичные люди, они должны выходить на сцену для того, чтобы что-то такое сказать. А сегодня, когда там долго перед вами будет, этого я не люблю, мне это не нравится. Но тогда по мероприятию, оно призвано привлечь внимание зрителей к провинциальным театрам. Как вы считаете, есть ли проблема здесь и насколько она острая? Проблема кадров, она всегда была острая проблема. Проблема режиссуры очень серьезная на сегодняшний день проблема. Проблема драматургии тоже серьезная очень проблема, потому что никак мы не оправимся после того периода развалившегося Союза, когда и драматурги были. Они есть сейчас. Вы знаете, какое количество замечательных писателей, замечательных необыкновенно высочайшего уровня. Если они есть, в чем тогда проблема? наши театры говорят о том, что осетинских драматургов их нет. Может быть и нету, я не знаю. Мы же не знаем, кто что пишет, и не знаем, когда приносят современную драматургию, то, может быть, не нашелся еще режиссер, который может прочитать эту драматургию. Мы говорим о современном театре, он должен быть современным, безусловно, но там театр когда хорош, когда есть тема, когда есть герой. За кем люди пойдут, кому в зале зрители будут сочувствовать, сопереживать? Человек, у которого высокая нравственность, который борется за честь, достоинство, который борется за свой народ, отвечает чаяниям народа, который разделяет их трудности, он тогда будет с ним существовать. А если не он, а если герой тот, который крушит, убивает, уничтожает, то он не герой, и если его показывать, тогда, не знаю, это вещь очень сложная, ее не ответишь на этот вопрос. А театр должен быть современным, безусловно. Нужно найти тот современный язык, который будет понятен современному зрителю. Сегодня очень популярны иммерсивные спектакли. Как вы к ним относитесь? Иммерсивный спектакль. Там, где погружается зритель полностью в спектакль, он даже соучастник бывает представления. Бывает хорошо, когда я увижу такой спектакль, который я похожу вместе со всеми, поброжу по помещениям, и мне все хорошо сыграют и покажут, для чего это надо, я его приму, этот театр. Может быть, найдется такой большой режиссер, который сделает из этого яркое событие. А нет ли опасности, что такой классический театр, он может уйти куда-то на второй план, а эти современные постановки, современные... Этого не случится никогда. Этого никогда не случится. На протяжении, я сегодня говорил, что, например, пьеса «Царь Эдип» была создана примерно тогда, когда был создан театр. И эта пьеса жива на сегодняшний день и продолжает. Ее ставили как и современно, и в современных костюмах ее играют, и надевают древнегреческие эти одежды на себя. А смысл-то остается
тот, который заложен Софоклом в этот спектакль. И если в театре будет смысл, тогда театр будет существовать. А как только ты убираешь смысл с театра, тогда он становится неинтересным. Зрелище, ну, наверное, но зрелищ у нас много и других можно побывать. А это все-таки театр – это прежде всего смысл. Да, и вы сказали, что он лечит душу. Врачует, театр, да. врачевание, да. Но вот в этом смысле, если будет только шоу яркое, да, вот здесь насколько полезно это зрителю? Или это так вот пустышкой какой-то пройдет? Как мы можем сказать, что зрителю полезно или вредно? Угу. Каждый человек рождается, у каждого мальчик ищет свою половину, ту девочку, в которую он хочет влюбиться, и каждая девочка ищет принца. Это никуда не ушло. Поэтому будет ли полезно еще не сформировавшейся душе, телу показывать про такую какую-нибудь странную сексуальную жизнь, или все-таки рассказать ей о каких-то высоких, что важнее. А потом давайте не забывать, что у каждого региона существуют свои традиции, свои, где что можно показывать, а где что нельзя показывать. Это тоже нужно уважать. И к этому нужно тоже уважительно относиться. Как тогда удержать молодых людей, которые оканчивают вузы, тоже в столичные вузы, а они и не хотят возвращаться, многие не хотят возвращаться. Каким образом театр может удержать их? Что он должен предложить сегодня молодым актерам? Страх невостребованности у каждого из них, и это понятно. Когда появится хороший спектакль в театре, в любом городе, вот где бы мы ни находились, зрители пойдут на этот спектакль и с удовольствием будут ходить. Да, города – это не Москва, и там не Петербург, и не Екатеринбург, где миллионные зрители, и что их там больше. Поэтому больше спектаклей приходится выпускать в городах, которые не очень большие. Но это дает возможность быть, развивать себя профессионально. И поэтому чем больше репетируют, тем ты только совершенствуешь свое мастерство, потому что наша профессия, в общем-то, ремесленническая, а ремесло оттачивается только большим опытом. Что нужно для того, чтобы, еще раз, наверное, повторюсь, чтобы имя актера прозвучало, в чем успех творческого человека, на что он должен быть нацелен? Это так подытожить. Творческий человек должен заботиться о том, чтобы стать хорошим профессионалом, где бы он ни работал и в каком бы он театре ни работал. Вы знаете что? У каждого человека, как вот пословица есть, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Конечно, нужно ставить перед собой, стать очень хорошим артистом, чтобы тебя взяли, и чтобы тебя пригласили, и чтобы с тобой получилось. Но если ты чувствуешь, что ты артист, всем же места этого в одном театре не хватит. Хотим мы того или не хотим, этого не будет. Не хватит места в одном банке всем талантливым экономистам. Не хватит места в одной юридической конторе всем прекрасным адвокатам. Не хватит места прекрасным врачам в одной клинике. Есть другие клиники, работайте и становитесь там лучшими. В каждом городе есть свои лидеры театра, настоящие народные артисты своего города, на которых люди ходят, приходят, и они для них являются теми самыми. Почему, если я учусь в театре, в театральном институте, я обязательно должен быть... это случится, что я стану звездой. Так не бывает.
Так не бывает. История вся показывает, ну вот курс заканчивает нашего института, и из всего курса, может быть, 4-5 человек становятся теми, на которых обращает внимание. Остальные продолжают работать. Но вы же хотели этого? Или вы, когда поступали, хотели на первой странице обложки и хотели играть главные роли? Но если мы возьмем любую драматургию, мы увидим, что в пьесе «Гамлет» 4 главные роли. 4, ну 5. А все остальные другие поменьше роли. В спектакле «Евгений Онегин» Татьяна Онегин, ну Ленский, ну Ольга. Все. А остальные все, которые там рядышком находятся. И все остальные спектакли я вам также покажу. Но не хватит на всех ролей, но не может каждый состояться как личность. Ты должен быть лучше, ты должен воспитать себя, ты должен сделать из себя лучшего. А какие? Как это сделать? Я не знаю. И нет рецепта. Работать нужно. Прежде всего, в нашей профессии терпение, трудолюбие и только на 3-м месте талант. Жестокая профессия. Жестокая, как и любая другая, как и журналиста, как и юриста, как экономиста. Любая профессия жестокая. Спасибо вам большое. От Владивостока до Калининграда проходит театральный марафон. Специальный символ года театра прибыл и во Владикавказ. 2019 обещает повысить уровень культуры нашего народа и сделать нас чуточку добрее.